28 июня 1922 года, ровно 100 лет назад, в семье батумского абхаза Мустафы Ацамба, княжеский род которого оказался жертвой трагических событий XIX века, родилась Фарида Ацамба, выдающаяся женщина, памяти которой мы посвящаем нашу беседу сегодня. Два ее брата, Ахмеда и Азиза Ацамба, студенты МГУ, погибли в Великой Отечественной войне. Поступив в МГУ, она осталась в этом самом знатнейшем вузе Советского Союза навсегда. Посвятила себя науке и преподаванию. Известный арабист, профессор МГУ Фарида Мустафовна Ацамба ушла из жизни в 2016 году. Ей было тогда 94 года. Чтобы вспомнить о ней, вы пригласили ученого из Института Африки Российской академии наук Наиму Нефляшеву. Наима Аминовна, приветствую вас. Спасибо огромное, что вы согласились на беседу с нами. Я в свое время познакомилась с Фаридой Мустафовной тоже во время обучения в аспирантуре в МГУ, да, и мы какое-то время коротко общались. И мне интересно было бы начать разговор вот с такого вопроса, как вы познакомились, какое было первое впечатление. Мне это интересно, потому что я свое первое впечатление очень хорошо помню, и мне так хочется сравнить, насколько наше восприятие этого человека, абсолютно незаурядного, да, вот и эмоции, они совпадают, или наоборот, по-разному мы увидели ее. Наше знакомство состоялось вот в связи с чем. Дело в том, что в Адыгейском государственном университете в конце 90-х, в начале 2000-х годов на историческом факультете было открыто отделение «История Ближнего и Среднего Востока» со знанием арабского языка. И я тогда, буквально не так давно защитила кандидатскую диссертацию, мне, как молодому преподавателю, дали на этом отделении очень много серьезных курсов. И в том числе такой курс, как исламоведение. Естественно, я подумала, что мне не хватает каких-то знаний базовых, и приехала вот на такую стажировку на кафедру, где Фарида Мустафовна работала. Основная цель была вот как-то по исламоведению, я больше специализировалась. И я и тогда не знала Фариду Мустафовну, и заведующий кафедрой Михаил Серафимович Мейер сказал: раз вы с Кавказа, вот у нас тоже тут Фарида Мустафовна с Кавказа, вам, наверное, будет проще друг друга понять. И он меня познакомил. И я сразу же, вы знаете, я настолько была поражена, насколько этот человек доброжелательный, открытый, насколько она внимательна была ко мне. Она сразу же, как-то я объяснила, вот в чем, какие мои задачи, она сразу же мне пригласила, сразу же для меня составила план работы, какие лекции я должна посещать. И, в общем, с тех пор можно сказать, что я вот под ее присмотром в течение 2 лет находилась на этой кафедре истории стран Ближнего и Среднего Востока. Вы были у нее в докторантуре? Я читала что-то такое. Это как-то одно из другого вытекло потом. Да, началось со стажировки, а потом переросло вот в докторантуру. Я выбрала потом тему, которая предполагает исследование трансформации традиционных исламских институтов на Западном Кавказе. Скажите то, что ваша идентичность, я имею в виду то, что вы там, из адыгов, вы черкешенка, это как-то на нее влияло? Все же она абхазка, вы вот совсем близкие. Вообще, она как-то для нее это было важно, как вы думаете? Вы знаете, это было важно на каком-то, наверное, таком просто общении, для человеческого общения, потому что нам было проще что-то обсуждать. Мы вспоминали какие-то общие книги, которые по адыгам, по абхазам нам было интересно обсуждать. Мы вспоминали каких-то, может быть, даже общих знакомых. Вот. Но я вам хочу сказать, что, мне кажется, для Фариды Мустафовны вообще не важна была идентичность ее студентов или ее аспирантов, потому что она одинаково хорошо, открыто и доброжелательно относилась ко всем людям. Вот для меня это был большой человеческий урок,
который заключался в том, что вот человек настолько может быть внимательным и доброжелательным к любому человеку. Вам, наверное, приходилось наблюдать за ее отношениями с коллегами, отношения со студентами, потому что она много преподавала, отношения с близкими людьми и так далее. На что вы больше обратили бы внимание? Ну, во-первых, когда я пришла на эту кафедру, Ферида Мустафовна, она была в положении, в статусе аксакала, потому что практически все преподаватели этой кафедры, аспиранты, да вообще, наверное, практически там все арабисты Института стран Азии и Африки, они когда-то были ее учениками. Поэтому, конечно, к Фериде Мустафовне было такое пиететное отношение. Но надо сказать, что она этим нисколько не пользовалась. В ней не было ничего такого барского, высокомерного. И вот на это я обратила внимание. Я была на ее лекциях, естественно, поскольку я приехала с такой миссией из Адыгейского госуниверситета. Я была на лекциях Фериды Мустафовны. Она, конечно, ее лекции – это такие классические академические лекции. И вот эту традицию академическую сейчас, я считаю, наше преподавание в какой-то мере теряет. Вот. На что еще я обратила? Ну, что любой аспирант, любой студент, ее дипломник, он к ней мог обратиться с любым вопросом. А мне кажется, она даже была каким-то, знаете, символом этой кафедры, что если Ферида Мустафовна пришла на работу, значит, этот день пройдет хорошо. А она, надо сказать, ходила на работу вот до последнего, уже даже будучи пожилым человеком, уже тогда, когда, наверное, не обязательно было так присутствовать каждый день. Она вот ходила все время. Для нее работа – это была ее жизнь. Я, кстати, заинтересовалась меганациями, мы так их раньше называли, они сейчас, может быть, не употребляют уже это слово. Я имею в виду пометки, которые обычно научный руководитель, скажем, делает на полях там работы своего там аспиранта и так далее. Вы вот именно такие пометки отметили, и так пост ваш был очень интересный. Я, честно говоря, сохранила ее, вот эти свои черновики, где она мне что-то писала, сохранила, но, к сожалению, не смогла найти вот к этой нашей передаче. Я их сохранила, потому что, вы знаете, редко какой научный руководитель так тщательно читает текст своего аспиранта или докторанта. Она действительно, вот что называется, под микроскопом читала тексты. Она, хотя я уже сама была в то время преподавателем и кое-что умела, но она еще раз вернула мое внимание вот к источнику историческому. Она еще раз как-то научила меня каким-то нюансам. Вот. И там у нее, знаете, вот если читать ее пометки, в этих пометках сама Ферида Мустафовна, потому что она там могла мне написать «ха-ха», там «стиль НТВ». Ну да, потом вот пишет «что же вы плачете, Наима, над своими там мусульманскими имамами? Что же вы не обращаете внимания вот на то-то, то-то?» То есть это действительно была серьезнейшая работа с текстом. И благодаря ей, конечно, мои работы, которые потом уже в Вестнике МГУ, вот серия востоковедения были опубликованы статьи, конечно, они становились намного глубже и лучше. Вот вы написали: «Наима, хватит плакать уже над судьбой своих эфенди». Что она имела в виду? На что она так отреагировала? Дело в том, что это черновик, текст был посвящен трансформации мусульманских институтов в Адыгее в 20-е годы, в советский период. И, может быть, я как-то слишком эмоционально расписывала сюжеты о том, что функции эфенди или вот духовных лиц мусульманских в Адыгее сокращались, что все больше светское наступало над религиозное. И вот она так отреагировала. Ну что, она просто, я думаю, призывала меня этой пометкой быть просто, наверное, более отстраненной от материала, не воспринимать его слишком эмоционально.
С кем я общаюсь, все говорят о незаурядности личности Фириды Мустафовны. И, в свое время, когда мы познакомились, меня поразило прежде всего знание абхазского языка, которое она обнаружила, потому что вы знаете ее биографию. Она не родилась в Абхазии, она не жила в Абхазии, она даже ни разу не побывала на своей исторической родине. Вот это для меня вообще абсолютно непонятная вещь. Но при этом абсолютно молоденькой девочкой она уехала из той батумской общины, где как оазис проживали вот абхазы, и там она научилась нашим традициям и языку. И вот потом столько лет она прожила в Москве, и столько лет она работала в Московском университете. Меня все время поражало, как она смогла не ассимилироваться, вот в хорошем смысле, не ассимилироваться, и откуда у нее вот такое знание языка, которое она когда-то вот получила в семье, и это было вне исторической родины. В 2006 году в одном своем телевизионном проекте я связалась с ней по телефону и записала нашу беседу об абхазском этикете на абхазском языке. Телехопшрат дырытыра аргама, студия изына ехал папсу интеллигенцер, хатарнак шаджрю, апсна и мачно шердерует, истахон вяжек хавек и рыдом зергиш биография пункти хучи как хазей ташкар. Ага, это вот идут цены. Арикара абзера кошет создана. Это вот идут цены сара батым сиит. Сарасани сабы сабдуй сандуй апснутыкуп. Ама хадживра ныкас убас кантатым явкшет. Васиит сара васаджет васапхет сара жаклас как ртшаласа школа салгет. Наски Москва сайт, Москва уртшала сапко. Абриапсуа ацухтун биамта зана хабызша хучик яхцузу хала ганхас яхаму бреспублика Чанубри ацба хвадац баху хавам абришара абызша бас ишхамыш дзаку шефику заку шафшат сара апсуа адана анышаджарка тбхаза убас решон وفيجي رشازر الله بحبس ورانشي ومرتن ياشوف دا سراو بس بحبس ورا حرايح مرجعي حرايح مردران شجع يردسم يوتخر يوخشتون يوتخر يوخشتون باسو Ехя, а студия хазлачажу сара апсу цаско ехяр тагыла зача шуку нас апсура хузахуера а стола чахым ебгачу барт харла чажу тахан пяну хочаныш хузымзасы что зайбухит шгуяна гуй загреха яхай зашлум хату екур хату апсу цаско ярбану шуряха ишгубху ярбану. Ну, апсуацас сара шизаацас апсуацас апсуацас секу сара зигискубху. Один из наших аспирантов, который в мое же время обучался там, я помню, этот аспирант у нее спросил: Фарида Мустафовна, почему вы никак не приедете в Абхазию? Что это такое? А прямого ответа не было. Она говорила так: «Нангудиса, хайрплан ала абснуса хэправит, сгудшоет». Она обратилась к нему, как старший человек, вот к молодому, и говорит: «Я пролетаю на самолете, говорит, Абхазию, и сердце у меня плачет». Но почему-то она так и не смогла приехать в Абхазию. Мне кажется, что вот чего-то не хватило с нашей стороны, каких-то действий, и этого не произошло. Но удивительно, вы тоже об этом пишете, как она о себе говорила. Девочка из абхазского села, которая стала профессором МГУ. То есть вот в Батуми, да, где она жила, она это считает абхазским селом. Это был для нее абхазский оазис, где она получила вот эту свою национальную подпитку. Каким человеком она вам показалась? Ну, вы знаете, я бы хотела вот ваш вопрос, потому что сам ваш вопрос меня очень заинтересовал, и я вот тут некие параллели как проведу. Я бы хотела его разбить на два как бы блока. Первый блок, вы как бы говорите, что вот да, действительно такой известный человек, историк, профессор МГУ, действительно почему-то ни разу не приехала на свою историческую родину.
Вот я не так давно брала интервью, ну как не так давно, наверное, уже прошло лет 6, брала интервью у черкешенки знаменитой, ее зовут Казета Бек. Она в 60-е годы работала в Гостелерадио СССР в редакции Евгения Максимовича Примакова. Она работала редактором. И она была инициатором специального вещания на черкесскую диаспору. То есть это впервые, когда действительно не только для арабов были сделаны какие-то передачи, но и для черкесов. По четвергам эта передача шла, и она была инициатором этой передачи, она ее вела в течение, по-моему, 12 лет. И вот она, казалось бы, тоже легендарный человек. Эти передачи находили серьезный отклик в диаспоре. Она получала огромное количество писем, когда еще в 60-е годы мало кто знал, что вообще, да, широкая публика не знала вообще, что была диаспора, потому что это было такое сакральное знание, я бы так сказала, табуированная информация, да, об истории адыгов и абхазов. И вот она тоже, понимаете, будучи черкешенкой, она в последние лет, наверное, 20 или 30 не приезжала на родину. И я вот тоже сейчас, вы меня как бы заставили об этом задуматься. Я, знаете, думаю, что, наверное, не хватило внимания вот с нашей стороны, как и Адыгея не проявила какого-то внимания, может быть, надо было настойчиво ее приглашать или как-то, ну, сделать первый шаг, может быть, так. Может быть, и в этом случае с Феридой Мустафовной такая же история. Не знаю. Да, я вот ее кстати... родня же там оставалась в Аджаре. Она, вот вы мне написали, помните, что у меня неверная информация, что она не приезжала на родину? Да, вот вы знаете, я даже не могла представить, что она не была в Абхазии, потому что мне казалось, что она бывает. И вообще в Абхазии очень мало ее знают, ее практически не знают в Абхазии. Представители интеллигенции, это не все, наверное, вот знают ее, и мы сейчас вот... Хотя бы сейчас вот мы начали об этом говорить, когда появилась такая возможность. Вы знаете, да, вот как в случае с Казетой Бек, которую можно было приглашать, когда она была, конечно, моложе, она скончалась практически, ей было 90 лет, она в прошлом году умерла. И, конечно, можно было ее приглашать на лекции для студентов, на мастер-классы, также точно с Феридой Мустафовной. Ну, может быть, не хватило чего-то, действительно, какого-то шага. Какого-то первого шага, в ответ на который она бы, я уверена, сделала бы 10 шагов. Вообще, конечно, надо изучить этот вопрос, я так думаю, надо еще пообщаться вот с ее родственниками. Все-таки то, что ее родня вот оставалась в Батуми, они так и не переехали в Абхазию. И она, как на родину, приезжала туда, она приезжала в Батум, где жила ее семья, которая ее очень любила, и она очень любила эту семью. Каждое лето она отмечала свой день рождения на кафедре. Туда приходили ее ученики, ее аспиранты, те люди, с которыми она работала. Это был, понимаете, настоящий праздник. Это был как бы завершение кафедрального сезона, ее день рождения. И практически через пару дней она всегда уезжала вот в Аджарию. Но удивительно, она в себе нанесла все время вот этот абхазский мир. Я помню, после занятий в Ленинской библиотеке, там рядом ее институт, мы к ней заходили, да, и потом она, во-первых, должна была чаем угостить, еще что-то, побеседовать, пообщаться. Вот как-то было такое, что идем по коридору, там сидят ребята на корточках, студенты, поют там на персидском языке. Вот вообще-то веса, вы лучше меня знаете, какая там вообще обстановочка интересная, да, и вот когда появляются, другие преподаватели проходят, и ничего, они не обращают внимания, как только появилась Фарида Мустафовна, все вскакивают и здороваются с ней. А мы спрашиваем, это что такое Фарида Мустафовна? Говорит, научила я их. Вот у абхазов это очень важно. Вот ахацгалара, да, кто бы ни зашел. Она вообще сама была вот очень этикетным человеком. Вот когда бы я ни приходила, да, любой человек, она приставала всегда. Она всегда действительно предлагала чай. Она, кстати, очень много сахара всегда. Почему-то ей нравилось прям очень с большим количеством сахара чай. И даже, вы знаете, она... Почему-то вот выработала такое правило, она почему-то, когда вот с ней шли, идешь рядом, и дверь, да, вот вдруг увидишь дверь, и она
по нашим же обычаям надо пропустить старшего, она всегда пропускала младших. И я все время говорила: Фирида Мустафовна, она говорит, молодым надо давать дорогу. Вот это я запомнила. Скажите, вот вы общались, и тем более не могли не говорить на черкесскую тему. Ее отношение к проблеме махаджирства, к черкесскому вопросу, как его сейчас называют, да, к проблеме геноцида. Вот как-то было какое-то эмоциональное отношение или все же это было чисто такое академическое, научное отношение? Вообще она высказывалась по этому вопросу? Ведь ее семья, ее род ведь тоже пострадал из-за махаджирства. Вы знаете, она высказывалась, но она высказывалась вот как историк. Ну, конечно, это была и лично, она воспринимала это лично. Но, как, понимаете, как человек, который привык работать с архивами, с источниками, она могла это в перспективе, понимаете, в ретроспективе и в перспективе оценить эти процессы. Кстати, вот в МГИМО, я не помню, правда, в каком году, по-моему, в 2012 году была организована конференция. В 2011 году, я могу напомнить, в 2011, насколько я помню. В 2011, да, в 2011 была организована конференция, которая вот была в первой такой конференции в России 2000-х годов, когда вот черкесский вопрос обсуждался вот на такой академической площадке, на серьезном уровне. И вот я вместе с моим коллегой Николаем Силаевым, это доцент МГИМО, мы были модераторами этой конференции. Его, да. И тогда мы думали, а кто может открыть эту конференцию? Вот Антон Рыбаков нам как раз помогал тоже. И мы решили, что лучше, чем Фирида Мустафовна, никто эту конференцию не откроет. И она действительно вот приехала на открытие, она провела практически весь день с нами, и она очень много мудрых слов сказала об этом. Вы знаете, я вот не помню, она привела какую-то легенду о том, что мы все пуговицы, по-моему, мы все пуговицы. И если одна пуговица отлетит, то все нарушится. Вот даже, я не знаю, это была какая-то красивая легенда, наверное, я не так хорошо ее передаю, но она, понимаете, она находила какие-то очень человеческие слова для того, чтобы говорить о сложных тектонических изменениях, о сложной истории адыгов и абхазов. Вот это меня всегда поражало. Она вот как-то выражала вот понимание вопроса в том смысле, что мы, мне кажется, очень часто обращены в прошлое и страдаем от прошлого, которое было с нами, да, вот, и, может быть, меньше мы нацелены на будущее. Это касается и абхазов, и адыгов, и я так вижу. Вот, она как-то вот в этом направлении как-то мыслила, выражалась. Ну, вы знаете, когда я с ней познакомилась, это были уже 2000-е годы. Дело в том, что вот эта проблематика мухаджирства, она не была уже тайной для историка. Понимаете, когда впервые появилась книга Дзидзария и роман Шинкуба «Последний из ушедших», тогда действительно это была сенсация. Люди об этом говорили. Это был действительно такой культурный шок в хорошем смысле, да, для наших народов. Но уже в 2000-х годах это по-другому все воспринималось, потому что уже были диссертации написаны, уже эти темы были в школьные программы введены. Поэтому я бы не сказала, что как-то мы много с ней об этом говорили, но, конечно, проблематика, как бы, знаете, как сказать, вот сохранение своего культурного кода, сохранение своего наследия, и при этом устремленности вперед, вот об этом она говорила, да. Скажите, необходимости идти дальше. Я слышала об ацамбовских чтениях. Вы что о них знаете? Обычно, когда они проводятся? Вам удалось вообще участвовать в них? Вы знаете, я знаю, что в 2019 году была впервые проведена такая конференция, но
Потом я в 2019 году не участвовала, потом была пандемия, как-то я вообще выпала из этой проблематики. Ну, потом, я была в Адыгее в это время, на время пандемии я уехала в Адыгею, чтобы там как-то пережить, по-моему, проще было это все. Вот. И вот я сейчас думаю, что если эта традиция жива, и она как-то будет и дальше развиваться на кафедре, я думаю, и ученики Фериды Мустафовны, которые занимались Кавказом, и ученые из Северного Кавказа с удовольствием примут участие в этих чтениях. Скажите, вот я помню, вы написали, у меня был тяжелый день. Я была на похоронах, там, Фериды Мустафовны, Ацамбы и так далее. Вот вы, наверное, чувствовали атмосферу, обстановку, как там вот ее коллеги, все вот они восприняли вот ее уход? Вы знаете, для меня действительно, она уже когда заболела, она по-прежнему разрешалась приходить к себе домой, проведывать ее, и вот где-то за неделю, может быть, за 10 дней мы с коллегами с кафедры ходили ее проведать. Она, конечно, держалась молодцом, и мы ее всячески ей говорили: Ферида Мустафовна, давайте, выкарабкивайтесь, все вас ждут, как же без вас, без ваших каблучков. Это отдельная тема вообще, каблуки Фериды Мустафовны. А потом вот через несколько дней позвонили и вот сказали, что Фериды Мустафовны больше нет. Антон, по-моему, мне сказал, Антон Львович Рыбаков сказал. И вот ее похоронили же на родине, да. А в Москве просто была такая панихида, люди прощались с ней. Вы знаете, это было очень тепло, там столько пришло людей, и такие теплые слова они говорили, ее бывшие ученики, которые уже сами профессора и сами имеют своих аспирантов. Столько тепла было вот в эти минуты, что я думаю, наверное, может быть, какие-то ангелы в этот момент спустились и были рядом с Феридой Мустафовной. Пожалуйста, про каблучки вот расскажите, раз вы затеяли эту тему, потому что грустно, совсем грустно заканчивать передачу не хочется, да. Я Фериде Мустафовне как-то предложила, говорю: Ферида Мустафовна, давайте пойдем на шопинг. Я ее потащила. Мы пошли, целый день мы покупали ей какие-то там сумки, какие-то туфли, какие-то юбки. По-моему, честно говоря, ничего она потом не носила, потому что она привыкла, у нее какие-то были привычки в одежде тоже, которые она любила. Вот, у нее были всегда каблучки, она всегда ходила на каблучках. И по звуку этих каблучков можно было понять, что это идет Ферида Мустафовна. Скажите, как вы думаете, как арабист, как ученый, как преподаватель, который десятилетиями преподавала в Институте стран Азии и Африки МГУ, какой след она оставила? Вы понимаете, это удивительно. Сейчас я как раз прочла статью Светланы Алексеевны Кириллиной и Тараса Юрьевича Кабещанова, это ее коллеги, ее ученики. Они как раз очень много теплых слов сказали, они сказали, вот как об ученом, что она действительно внесла огромный вклад в исследования исторических источников, связанных с историей Египта. Она даже какие-то источники как бы заставила, как мы историки говорим, заговорить по-другому. Вот. И для меня, например, ее монография «Ислам и власть в Османском Египте» — это вот образцовое историческое исследование. Я много раз ее перечитывала, особенно вот меня интересовала проблематика хаджа из Кубанской области. Ну, то есть меня интересовало, как адыги в XIX веке совершали хадж. Вот я всегда, прежде чем пойти в архив и начать работу с этими документами, я перечитывала вот ее раздел по хаджу. Это, конечно, образцовое исследование. Но Ферида Мустафовна, она же, понимаете, она же не кабинетный ученый, она преподаватель. И она как преподаватель, вот для меня это высочайшая недосягаемая планка, потому что она не только выстраивала свои лекции логично, не только доносила их до студентов таким языком, что это было понятно всем, но она всегда
уделяла студентам большое внимание. Она действительно работала со студентами и никому не давала снисхождения. Можете сказать, что она изменила меня? Ферида Мустафовна повлияла на меня очень как человек, то есть вот ее постоянная, такая уникальная, я бы сказала, доброжелательность, улыбчивость, внимание к людям. Вот она, знаете, она так говорила: когда мимо меня кто-то проходит, я, говорит, этих людей благословляю мысленно. Вот так она говорила. Это во-первых. Ну, а как ученый, конечно, она на меня повлияла вот именно тем, что она еще раз меня, уже тогда кандидата наук, да, она еще раз меня вернула к тому, что такое по-настоящему тщательно, академично работать с историческим источником. Да, завершая нашу передачу, я вот эти дни как-то мысленно как-то вот находилась в этом материале, думала о Фериде Мустафовне, и я пришла к заключению, может быть, это не такое научное какое-то заключение, а какое-то понимание вот ее, что она родилась аристократкой, она из княжеского рода. И, как я понимаю, теперь уже и в науке, и в обычной простой коммуникации она до конца своих дней оставалась аристократкой. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания. Спасибо вам огромное.